приветствовать вас в гостиной Национальной библиотеки имени Можакова. Во-первых, хочу поздравить всех с Хакасским Новым годом. У нас так сложилось, что сегодня у нас в гостях актер Топановского театра, Хакасского национального драматического театра, полностью скажем, имени Топанова, Максим Султеков. Максим у нас является молодым, ярким и очень востребованным актером театра, но также он играет не только в театре, он снимается в фильмах. Даже, подождите, у меня тут есть маленькая записочка. Я думаю, что он потом все расскажет, но я все равно перечислю. В каких фильмах он снимался? «По велению Чингисхана», «Орда», «Земля отцов», «Я Хакас», «Без цели» и «Охотник». И хотелось бы мне сразу прорекламировать, что завтра этот фильм будет показан в кинотеатре «Победа» в нашем в 6:30 и 8, да, еще? Так что все могут прийти, посмотреть этот фильм. Я также хочу сказать, что многие из этих фильмов мы уже смотрели в нашем клубе «Кино и книга Хода». Так что вот, и несмотря на свою загруженность, Максим сегодня согласился к нам прийти. Я думаю, что сегодня мы задаем вопросы, вы нам расскажете о себе, и мы узнаем очень много интересного. Пожалуйста. Добрый вечер. С чего начать? С детства. С детства? Да. Родился я в Таштыбском районе, село Имик. Вот. Родился я зимой в 83-м году. Да. Ничего не предвещало, что я стану артистом. Потому что с детства у меня была такая торговая жилка. Вот. Отец ездил в Шишкалич, привозил орехи, и я тихонько их, когда он сушил их, я их тихонько собирал в карман и продавал. Молодец. Продавал. Знал только номинат денег 20 копеек, но какой-то из дней в бане, был маленький, в бане, мама пошла меня мыть, и как случайно, видимо, штаны снимала, и оттуда высыпались горсть этих 20-ок маленьких. Помните, да, такие? Вот. Но она наказала меня, потому что думал, вдруг я их украл. Вот. Я долго сопротивлялся, прям не хотел раскрывать тайну, но сестра старшая как-то жалилась надо мной и сказала: мама, он же орехи продает. Ну, так бизнес. Да. Потом у отца появился мотоцикл Урал, новый, прям с завода отправили его, на поезде привезли. И вот он самый модный был, такой Урал мотоцикл с коляской. И чтобы посидеть на нем, дети платили рубль. Да. Потом я немножко подрос. У нас там болотистое место. И мы с братом пошли собирать камыши. Нарезали около 100 штук, кажется, камышей. Они прицепляли их к велосипеду и к спицам. Поджигали. И ночью они так тлели и красиво было. Вот. И остановилась машина. Мужчина говорит: ну что ж, камыши, давайте я куплю. Сколько штук? Я говорю: 100. Брат тоже 100. Вот вам по червонцу красному. Давайте, забрал. Ну вот так вот. Потом ходили по деревне слухи, что я немножко умственно отсталый, когда подрос. Потому что один раз соседку видел, что я палкой пытался пристрелить воробьев. Вот. Это, видимо, предпосылки к творческой деятельности. Да, вот так. Да. Вот. Затем в 96 году мы переехали в Ласкийский район, деревню Луговую. Луговое, да. А отец у меня с Таштыбского района, мать с Лугового. И вот ровно 5,5 лет я учился в Имерской школе и 5,5 лет учился в Калининской школе. Вот. И стал там... да, я хотел сказать, что еще не вы с Имерской школы, с детства. Первое знакомство с творчеством, и потом, которое категорически потом я возненавидел это все творчество, выступать, потому что поступил в 5 класс, перешел в 5 класс, и новый классный руководитель сказал: вот осенний бал, вот тебе песня Газманова «Я морячка». Получается, ты морячка, я моряк. Ага, выучишь, выйдешь, будешь выступать. Ладно, вся собралась школа в актовом зале.
где-то нашли фонограмму, минусовку. Вот. Вышел, так как сейчас немножко меня трясло чуть-чуть, вышел, и тем более микрофон никогда в руках не держал. И стал петь. Пою и понимаю, что вся школа смеется над песней, я не понял. Дальше пою. Припев, так, как бы, два раза уже припев спел, и потом понимаю, что я пою-то неправильно, оказывается. Я пел «Я морячка, ты моряк, я рыбачка, ты рыбак». Все, я не допел песню, поставил микрофон и ушел. Все. Это был крах для меня. Потом я не мог смотреть одноклассникам в глаза, потому что все сразу: ага, я морячка идет. Вот такое знакомство было. Затем, когда я уже в Калининской школе учился, также преподаватель пришла по литературе. Завтра конкурс чтецов, выбери стихотворение, будешь участвовать. Пятерку охота получить, конечно, было, поэтому я согласился. Вот. За ночь вызубрил, пришел, прочел, занял первое место. Да, и дали мне грамоту с Лениным. Хотя уже был, как бы перестройка пошла, и грамоту дали такую. Потом только я через года два, наверное, увидел, что вот такая пачка этих грамот, таких пустых, вот так вот в учительской лежали. Потом они что-то окна прикрывали. Ну, вот так вот сложилось. Да. И все. Больше в 11 классе еще поучаствовал в Баба-Яге, сделал папье-маше сам, нос, нарядился, сыграл. Вот. И планировал поступить в высшее милицейское училище. Милицейское училище, потому что в Абакане было милицейское училище, я планировал после 9 класса поступить. Школа, да, правильно, школа. Хотел, мечтал просто стать милиционером. И к 9 классу эту школу закрыли. Вот. Я подумал, поеду в Томскую академию милицейскую. Вот. Тем более на полном гособеспечении, только нужно было носки себе покупать, и все. И все, так я обрадовался и стал готовиться усиленно. Но потом в 10 классе вывихнул руку, и когда проходилось медосмотр в поликлинике полицейской, мне сказали, меня даже в пожарные не возьмут. Не то, что там в полицию. Потому что рука мне разгибалась, такая физическая травма была. Вот. И я так думал, все, пойду в ИСТФАК. Не поступил. В аграрный пойду. Все прошло платно. Думаю, мама у меня, старшая сестра у меня училась, как раз тяжелые годы были. И как-то платно учиться, еще старшую сестру, она в Бурятии у меня училась тоже. Я говорю, нет, не буду. Пойду в армию. Думаю, так план такие, думаю, пойду в армию, отслужу, останусь по контракту, потом поступлю в военное училище. Вот такие планы были. Все равно военный, немножко с погонами тоже на полицейского похож. Вот, поэтому думаю, так. Но потом по бегущей строке в Аскизском телевидении увидел, набирают театральную студию при театре. Вот. А у меня мама как раз подрабатывала библиотекарем. Она говорит, вот тебе книжка, давай попробуй туда хотя бы поступить. А был август месяц. Получается, я пытался, где возможно было поступать, и не смог. Выучил стихотворение, басню. Эльза Михайловна Кокова принимала тогда. Вот. И она спросила, я все прочел, побегал там с зверюшками, в общем. И спросила меня, да, вот ты, говорит, как к творчеству относишься? Я все то же самое рассказал, я ему посмотрел, говорит, единственное, что, говорит, когда я пасу овец в деревне, например, пою, там читаю что-нибудь, пою, она говорит, хорошо, ладно. И поступил в театральную студию, год проучился, потом студию закрыли, и я перепоступил в Институт искусств. Как раз только открыли новые отделения, режиссеры массовых мероприятий. Вот. И как первый раз сюда поступил, на нас экспериментировали, и параллельно работал в полном составе в театре. Никаких слов я не говорил на сцене, вот, только в массовых сценах играл. Вот. Самый первый такой постановка была, Светлана Семеновна ставила провинциальные анекдоты, вот, история с Петром Пажем Вампилов. Вот. Дали мне текст небольшой,
Вот. И первый раз, когда вышел на сцену, увидел зрителей, мне почему-то смеяться захотелось. Благо стоял на кровати, залез под кровать, просмеялся, вышел, горе пополам, ну, как-то сыграл. Вот. Вот. И Татьяна Андреевна Майнагашева один раз сказала мне, когда мы играли, очень молодые, массовые, Светлана Семен также поставила недопетую песню Валентина Шулбаева. И там был такой момент, когда все уходили на войну. И вот она говорит: хочешь, говорит, Максим, аплодисменты сорвать? Я говорю: да, конечно, хочу. Она говорит: вот сейчас, смотри, вы уходите, и потом ты возвращаешься, езжаем, мама, подбегаешь, обнимаешь меня. Точно, 100% аплодисменты. Ладно. Я вернулся, побежал, обнял ее там, с криком «мама, мама», и зал аплодировал. Я говорю: ой, спасибо, первый раз в жизни мне тогда поаплодировали. Да, так вот. Затем участвовал в массовых сценах, маленькие эпизодические роли были. И у Тургашева Саяна, как раз у нее дипломная работа была, она в Якутии училась у Борисова на режиссуру. Вот она поставила вот, Александра Катажекова «Хайпрыс Хаявата». Вот. И тогда первая главная роль такая дали на хакасском языке: говорит: сможешь? Говорит. Я говорю: постараюсь. Вот. Ну, выпустили. Но еще я учился, правда, кое-как, потому что работал больше в театре. Вот. И вот Александр Иванович у нас вел в институте какой-то предмет по культурологии, нет, не культурологии, какой-то предмет вел. А я так был занят в его постановке, в его, получается, произведении, как раз я ставил, да, что я некоторые пары не посещал вообще. Вот. И как-то пришел, потом ребята говорят: ну ты что, сегодня же экзамен. Какой экзамен? Ну такой-то предмет. Я говорю: а у нас такой предмет разве был? Я пришел, захожу, смотрю, сидит Александр Иванович Катажеков. Я: здравствуйте. Он говорит: а ты кто такой? А я вот только, получается, в его произведении играл. И мы посидели, он так сжалился, он говорит: ладно, останься. И так натянул, на 4 поставил. Вот. На первом курсе, когда я учился в Институте искусств, так получилось, что Наренко приехал, Владимир Васильевич, и набирал курс здесь, чтобы учиться в Санкт-Петербурге. Вот. И параллельно тоже 2 целевых места было в ГИТИС, в Москву. Вот. И я на свой страх и риск, учась в Институте искусств, пришел в административный корпус, мне нужен аттестат. Аттестат навык не даем. Я говорю: ну, мне нужно ксерокопию сделать. Обманул вообще. Забрал аттестат и ушел. Поехал поступать в Москву. В Москву я, к сожалению, не поступил, как раз нужно было закончить какое-то училище. Вот. Приехал, и меня отчислили. Вот. И я платно стал учиться. Вот, платно учился. Первый год родители помогали мне. Потом я устроился монтировщиком. И вот стал по чуть-чуть вот, как раз сам оплачивать почти учебу себе. Ну хотя бы мама говорит: ты, говорит, мы тебе первые полгода поможем там оплатить, а второй ты, говорит, сам как-нибудь попробуй. Ну ладно, и я так. Вот. Ну так вот закончилось мое студенчество, я так думал. Потому что закончил в 2007 году Институт искусств. И в 2007 году уже приехал Владимир Васильевич набирать второй курс, получается, хакасский. Сейчас ребята выпустили. И мне предлагали: давай ты тоже поступай. Я говорю: не, все, хватит. Вот, я уже отучился 5 лет, достаточно. Вот. А сейчас он 3-й раз приезжал. И вот теперь я заочно все-таки учусь в Санкт-Петербургской академии на 2-м курсе. Заочно. Вот. В 2008-2009 году, я не помню, в 2008 году, кажется, мы ставили их «Земля отцов», вот, автор Алиса Козласова, вот, ставили спектакль «Земля отцов», сыграли, потом Нона, дочь Алисы Алексеевны, предложила снять фильм. Вот. И летом мы сняли фильм, вот, первый фильм, который снимался, это была «Земля отцов». Необычно было, интересно. Да, после этого нас пригласили на кастинг,
в Москву Геннадия Николаевича Чаптыкова и Сергея Николаевича Доможакова, и меня. Вот. Мы поехали, слетали туда, бесплатно туда-обратно, за счет как бы киностудии Мосфильм. И должны были снимать фильм «Орда». Вот. На вторые главные роли второго плана было послов мы должны были играть. Ну, как бы кастинг был на послов. И мы, к сожалению, не прошли, но нас потом позвонили, предложили такие периодически маленькие роли сыграть. И мы согласились тоже. В общем, слетали и сняли, посмотрели, как профессионально снимают фильмы. Вот. Ну, это был второй мой фильм. Затем Юра Курочка с Мариной Кандаковой предложили мне тоже в фильме маленький эпизод «Я Хакас». Вот. Там я сыграл Бая, ну маленький такой. И там интересный случай был такой, что бывает, что артисты иногда раскалываются на сцене, нас могут так друг друга немножко поджуживаем. Вот. И можно на сцене немножко редко, но бывает то, что мы можем засмеяться по-настоящему, даже текст не выходит. Вот. И в фильме то же самое произошло, но благо, чем фильм отличается от театра, что можно стоп и переснять. Вот. И был такой момент, там я играл Бая, и почему-то как-то это вроде бы такой трагический момент был, что я понимающий, что царя расстреляли, а я Бай, и то, что будут раскулачивать нас. Вот. И как-то получилось так, что там нужно было сказать слова «Как так? Царя больше нет». Вот. И я никак не мог это сказать. Я говорю: «Как так? Царя больше нет». И все. И они падали, смеялись. И главное, партнеры тоже, получается, артисты тоже. И никак не могли. Сняли около дублей, наверное, 9-10, наверное, потому что никак не могли настроиться, пока они рассмеялись. О, да. Вот. Но был такой момент. Затем они предложили мне сняться «Без цели», фильм. Потом я так подумал, говорю, наверное, у меня машина желтая копейка. Они говорят, может быть, я думаю, из-за машины вся. Нет, яркая машина такая была. В общем, ну, сюжет этого фильма заключался в том, что мы как бы забываем свои традиции, и в нужных местах, в святых местах нужно делать поклонение именно этим духам этих мест. И то, что фильм заключался в том, что мы не делаем, как бы молодые сейчас, нынешнее поколение не делают. Якобы. И мы сделали такой момент, сняли в фильме. Вот. Максим, вопрос сразу же. А у вас есть вообще этот фильм? Без цели? Да. С собой нет. Нет, вообще не с собой, а дома, что в вашей коллекции. Да? Да? Я то, что снимаю, я привожу домой. Хорошо. Родители. Хорошо. Ну, поговорим с вами дальше. Хорошо. Чтобы посмотреть Вот. фильм. И завтра будет премьера фильма. Называется «Охотник». По Ивану Костякову снят. Вот. На реальных событиях фильм основан. Вот. Немножко схож с «Выжившим». Да. Вот здесь есть Акун. Вот мы с ним играем. Вот. Акун Мартынчаков. Вот он вместе с тобой, мы вместе с ним снимались, да, в этом фильме. Вот. И этот фильм, как интересно сказать вам, сценарий был написан в 2015 году, предложили, а в 2016 году весной выходит фильм «Выживший». И вот мне Юра звонит, сразу говорит: слушай, Максим, ты смотрел «Выживший»? Нет, посмотри. Я посмотрел, ё-моё, там все точно почти похоже, что в «Слепом охотнике». Вот. Так. Ну вот. Потом мы снимали его в апреле, в начале апреля. И там была такая сложность, нужно было с одного дубля снять падение в воду. Кстати, в «Выжившем» тоже есть, что он падает в воду. Тут надо было упасть в воду и проползти метров где-то 15-20 по воде в апреле. Вот. Мы снимали в Узбекской тайге фильм в зоне охотоведов. Вот они нам безумно помогали, ребята. Вот они затопили баню,
нужно было с одного дубля снять сразу. И еще проползти. Вот. Ну, так получилось, что с одного дубля упал в воду. И Юра Курочка говорит: замри, води, сейчас я перебегу, камеру перенастрою. И вот, и я прополз, и они затопили баню. И я забежал в баню, сразу поддал. И, ну ничего, фу-фу-фу. Это... Быстро перенес камеру, Да, да? не заболел, да. И вот прошлой осенью, я не знаю, кажется, будет 25 числа в музее, говорят, фильм «Серебряный крест Акина». Вот он лауреатка конкурса, получается, не подскажете? Молодых как бы, вот, режиссеров, да, вот. Артас Канзачаков и Антон Литвиненко как бы снимали как бы, режиссеры. Сценарий написал Алексей Сагатаев, вот, артист Чтигена. Вот. Он тоже фильм основан на реальных событиях. Вот. Леша Сагатаев снимал фильм про своего прадедушку. Он прожил до 90-х годов. И в Первую мировую войну, когда вот при царской, когда его прадедушка воевал на Первую мировую, и когда во время революции как бы все, стали солдаты бежать с фронта, вот дед у Леши Сагатаева тоже бежал. Добежали до Москвы, вот, захватили поезд и до Барнаула добрались на поезде. А затем пешком через тайгу вернулись они в Хакасию. И пока шли, они у дороги увидели женщину убитую с грудным ребенком трехмесячным, приблизительно трехмесячным, четырехмесячным. И вот Алексея Сагатаева дед взял этого ребенка и под шинель положил. Вот. А второй мужчина, ну, солдат, который с ним шел, услышал, что ребенок, он взял штык-нож, ружье ставил. Одно ружье они обменяли, говорит, в Барнауле на еду. И вот подставил к деду, говорит, иди положи на место, иначе, говорит, вместе ляжешь. И вот до 90-х годов он жил, и все, как сказать, терзало его то, что он ребенка оставил. И вот Алексей написал сценарий по этому, вот, пьесу. И в фильме, я говорит, хочу почесть от дедушки, что якобы что в фильме этот ребенка все-таки забирают. Вот, «Серебряный крест Акина». Вот, рекомендую посмотреть. Вот. Да. Ну вот недавно, Светлана правильно показывает, пошел такой страшный моноспектакль, самостоятельная работа при поддержке СТД, премию выиграл. И моноспектакль, да, 5 марта показал Моцарт и Сальери. Вот. Немножко прочитаю с этого. Саша, позвони. Все говорят, нет правды на земле, но правды нет и выше. Для меня так это ясно, как простая гамма. Родился я с любовью к искусству, ребенком будучи, когда высоко звучал орган старинной церкви нашей. Я слушал и заслушивался. Слезы невольно и сладкие текли. Отверг я рано праздной забавы. Науки, чуждые музыки были постылы мне. Упрямо и надменно от них отрекся я и предался одной музыке. Труден первый шаг, и скучен первый путь. Преодолел я ранние невзгоды. Ремесло поставил я под ножным искусству.
я сделался ремесленник. Перстам придал послушную сухую беглость и верность уху. Звуки умертвив, музыку я разъял, как труп. Поверил я алгеброй гармонию. Тогда уже дерзнул в науке искушенный предаться неге творческой мечты. Я стал творить, но в тишине, но в тайне, не смея помышлять еще о славе. Нередко просидев в безмолвной келье 2-3 дня, позабыв и сон, и пищу, вкусив восторг и слезы вдохновения, я жег мой труд и холодно смотрел, как мысль моя и звуки мной рожденные, пылая с легким дымом, исчезали. Что говорю? Когда великий Глюк явился и открыл нам новые тайны, глубокие, пленительные тайны, не бросил ли я все, что прежде знал, что так любил, чему так жарко верил, и не пошел ли бодро вслед за ним, безропотно, как тот, кто заблуждался и встречным послан в сторону иную? Усиленным, напряженным постоянством я, наконец, в искусстве безграничном достигнул степени высокой. Слава мне улыбнулась. Я наслаждался миром, своим трудом, успехом, славой. Также трудами и успехами друзей, товарищей моих в искусстве дивном. Нет, никогда я зависти не знал. О, никогда. Ниже, когда Печини пленить умел слух диких парижан. Ниже, когда услышал в первый раз я Ифигении начальные звуки. Кто скажет, чтоб Сальери гордый был, когда-нибудь завистником презренным, змеей, людьми растоптанную в живе песок и пыль, грызущую бессильно? Никто. А ныне сам скажу, я ныне завистник. Я завидую. Глубоко, мучительно завидую. О небо, где ж правота, когда бесценный дар, когда бессмертный гений не в награду любви горящей, самоотвержения, трудов, усердия, молений послан, озаряет голову безумца, гуляки праздного. О, Моцарт! Моцарт! Ну, как-то так. Часть этого произведения. Очень тяжело дался он мне. Расскажу случай. Я там играю немножко сумасшедшего. Сюжет заключается в том, что при руководстве Ивана Сайфутдиновича Саладинова, вот, он помогал мне в этой постановке. И как бы он и один и предложил мне ее. Вот. Мы с ним обоюдно решили, что как-то Пушкин написал, что Сальери отравил. И теперь как бы спустя много веков считают, что действительно Сальери якобы отравил Моцарта. Но мы с ним обговорили, что Сальери после того, как отравил по Пушкину, как бы отравил Моцарта, что он сошел с ума. Вот. И долго думали, либо он в психиатрической больнице, либо в своей келье. И так решили, что он в своей келье остался. Вот. Пересмотрел, там перечитал много, чтобы как бы войти в образ. И увидел репортаж один интересный. Литературный критик рассказывал про вот, как бы, маленькую трагедию
Моцарт и Сальери, что Пушкин написал Моцарт и Сальери это как про себя. Потому что это, кажется, будет всегда, что есть зависть. Вот. Да. Вот. И здесь он просто рассказывает, что во времена Пушкина были такие вечера, когда импровизируя читали стихи. Да, и показали работу Пушкина, как он сочиняет, почему он до такой степени гениальный, потому что каждое слово у него это вымученные слова. Потому что показали работу его, что, например, там одно стихотворение давалось ему очень сложно, потому что он все исписывая, каждое слово, получается, по несколько раз зачеркивал. И есть такая, может быть, байка, нет, что появился молодой поэт, который с лету, что сходу мог импровизировать, читать стихи. Вот. А Пушкину они давались сложно. И вот это произведение, почему он написал, что там есть, который сейчас прочел монолог, что Сальери вымученно добивался славы, так же, как и, скорее всего, Пушкин. Он себя почему и описывает, потому что он вымученно стихи писал. Вот. И тут раз появился молодой поэт. И вот он, видимо, эту тему затронул, Моцарт и Сальери, потому что и под себя, видимо, и написал Моцарт и Сальери. Есть бытует такая гипотеза. Вот. Есть еще пьеса «Амадей». А там в действительности сняли фильм по этому. Вот. И там говорится то, что Сальери просто довел Моцарта до того, что он заболел и скончался. Вот последняя моя работа. Ну, не последняя, крайняя, да. Вот. А спектакль давай знакомиться. Режиссер Саян Ултургашев, тоже дипломная работа, «Аленький цветочек». Вот. Это Лев зимой, да. Режиссер Верградский. Я там играю короля Филиппа. Вот. Человек, который мстит английскому королю Ричарду. И его месть до такой степени безумно, что он соглашается, извините, переспать в кулуарах с его сыном, якобы. Вот, что они там любовники были. Ну, там в те времена французского короля играют. Вот. Вот такая постановочка. Ой, какой молодой еще. Вот. Расскажу, случай был. Играли этот спектакль на гастролях в Бурятии. И чего-то так быстро отыграли, и вот, видите, завитый, вот так вот припудрен, потому что в те времена мужчины пудрились тоже, поэтому это было нормально, закономерно. Вот, запудренный, накрашенный, подведенный глазами, вот, с такой прической отыграли спектакль, и чего-то надо было быстро бежать в гостиницу. Ну, как закончить спектакль. И я так как-то, не снимая грим, пошел в Бурятии. Зашел в магазин купить водички. Меня не поняли. Дошел. Вот такой был случай. Продавщица с большими глазами смотрела. Сына наняли здесь. Вот. Ну вот с этим Сергеем Николаевичем играли. Да. Так. Вот. Да. Это «В ожидании годов» Беккет. Играл Лаки. Самое сложное здесь было это научиться танцевать ирландский танец и выучить текст. А текст бессмысленный. Набор предложений, вот такой текст. И Андрей Яковлевич, режиссер Осачаков, вот он говорит: как ты выучил?
А приходилось идти и ногами учить. Там безумно какой-то текст. Сейчас я вспомню. Вот. А что вот такой сейчас, если я вспомню. Учитывая существование персонифицированного Бога, каким является в недавних работах опубликовано, проколотым и ватманом, как бы белобородым, как бы ни времени, ни пространства, каковой с высоты своей божественной апатии, своей божественной атамби, поистине любила свет, за некоторым исключением, неизвестно почему. Вот такой вот, такая слова Белиберда, и это пол страницы. Вот. Так, вот, здесь играю пожилого человека, да. Сильно пожилая. Да. Вот. И здесь такая была штука, что на мне шляпа. Только снимать шляпу и начинают текст говорить. Одевать шляпу, и я замолкаю. Снимать шляпу, и вот они, вот Фарид Загидуллин и Сергей Николаевич, они играли вот главные роли. Вот они надо мной так издевались во время спектакля. Снимают шляпу, я говорю, закрывают. Я молчу. Снимают, закрывают, так, одевают. Вот. Издевались так вот. Вот. Играет Человек Сергеевич здесь, Коков. А, да, это тоже Андрей Осачакова постановка, «Пикник» называется. Здесь Алиса Алексеевна и Игнат Васильевич, ага. Вот они играют моих родителей. Вот. Идет война, неизвестно какая война. С той стороны, получается, враги, а здесь я. Вот. Вот. Наша воинская часть подарила нам, дала в аренду рацию настоящую. Вот, мы, конечно, забрали ее. Но подарили каски. Вот. На Соловьиную ночь подарили нам каски, вот и там весь пользовали. Купили автоматы, даже нашему реквизитору сделали разрешение на хранение, потому что автоматы как настоящие были. Вот. И пришлось побриться. Вот, идет война, и они решили приехать, родители, к сыну на пикник. Вот, во время войны. Вот и помню. Вот, Иван Васильевич спрашивал меня, ты, говорит, кого-нибудь хоть убил? Я говорю, нет, я стрелял так вот. Как так ты никого не убил? Вот. Вот. Здесь он спрашивает меня, убил кого-то? Я говорю, нет. Вот. Здесь мы танцевали испанский танец. Ага. Появляется Марас Чебодаев, а я даже, как бы персонаж Фрак, я даже не знал, что его нужно еще связать. Вот и отец мне подсказал, надо так-то связать его. Вот. Потом, говорит, тебя наградят и станешь капралом вообще. Ну вот, Марас Чебодаев. И вот здесь немножко перевернется, только я подходил к нему так, и вежливо спрашивал, извините, вы не могли бы протянуть мне руки, я хотел бы вас связать. Да, пожалуйста. Тоже интеллигентный враг попался, и вот так вот. Вы, извините, пожалуйста, можно я с вами сфотографирую? Вот такая вот постановочка интересная была. Не сильно больно затянуло его, не серьезно. Да. Ну вот, здесь меня фотографируют, я как бы с врагом. Тут я спрашивал, мол, враг кого-нибудь он убил? Он говорит, нет, я стрелял тоже так вот. Ну, вот, показывает. Вот так вот. Ну, мы его кормим. Пришли расстроенный комиссар, была бомбежка, расстроенный комиссар тем, что никого не убил, поэтому они расстроены. Вот те, вот, например, с другой части уже 20 человек перетаскали, а мы, говорит, даже ни одного не нашли. Что такое? Вот. Такая вот нелепость была, что военный. Да, в этом спектакле я научился вязать. Пригодилось в хозяйстве? Нет. Вот это недавняя работа Мараса Чебодаева. Вот. Анна. Преддипломная работа его. Здесь тоже шутка. Это плутни Скопена. Что хочу сказать по этому поводу, что
Обычно у режиссеров есть такая вещь, что они сокращают пьесы. А вот в этой постановке мы не то, что не сократили, мы еще дописали. Вот. Очень много пришлось текста учить. Моя супруга, Нона Николаевна Галецкая, вот она помучила его, в общем, потому что ночами пришлось текст очень-очень долго зубрить. Потому что, хотя очень короткий срок был, буквально 3 недели для постановки, а текста было очень много. Какой спектакль? Плутни Скопена. Помария. Ага. Да, вот это мы дописали вот, как бы режиссером в этот момент, потому что ну, здесь... это тоже Андрей Яковлевич постановка «Волшебная лампа Аладдина». Вот. Саша Тахтовина играет принцессу Будур. Да, был случай такой, тоже и для школьников играли. И обычно дети помогают, кричат. И когда появился визирь, чтобы обменять лампу на старую, вот, дети стали кричать: не отдавай, не отдавай! Он: тише, не отдавай, не отдавай! Она все равно поменялась, и кто-то из детей говорит: эх, лоханулась. На весь зал. Да, было смешно. Да. Да. Сергей Николаевич играет звездочета. Вот. Да, здесь. Да. Ну да, здесь у нас пиротехника был. Я успевал еще убежать, и там за кулисами был большой джин на веревочке. Глаза у него моргали, я там еще успевал им поработать. Вот. Так это после попросил Джина, чтобы стать богатым, чтобы принцесса Будур вышла за меня замуж. А, это да, это вот по Гоголю «Мертвые души» Булгаков написал пьесу, да, «Ревизская сказка». Вот. Юбилейный спектакль наших аксакалов 1974 года выпуска. Вот у них юбилей был курса, и вот Батыр Калаев, главный режиссер, у нас поставил постановку вот, ну не эту, а предыдущую, да. Вот, играл Чичикова. Это вот у нас танец. Ага. Александр Сачаков, Кирилл Георгиевич, Саша Тахтобина, вот это наш хореограф, Анат Быдышев, Саша Сукала, Андрей Чупеков, Максим Султреков. Там дальше. Вот. Так, Юрий Иванович, Котишев, Манилов играл. Да. Тоже очень сложная постановка, как бы для меня была, потому что до такой степени никак не мог найти образ, что за температуре, 3 дня температуре, вообще ни с того ни с сего стал температуре. Но потом как-то поймал образ, буквально, там 3 дня температура, потом раз, ну, с температурой, как у нас положено, артисты в болезнью приходят. Вот. Кое-как нашел, ну, да. И как так вот. Виктор Сергеевич Коков. Ага. Собакевич играет. Это в семье Маниловых. Не нашли Петрушков, а пришлось чупа-чупсами использоваться. Вот, да. Иван Сафалинович, вот Алена Топоева. Так. Юрий Матвеевич. Вот. Это вот наши молодые артисты. Михаил Карачаков, октава играет. И Валентин Чугачев. Мы двое слуг. Это Батыра Доржевича Калая постановка.
Алла Пильторан. Вот. Это Николай Бельтереков, это Валентин Чукачев, Саша Александра Тахтобина, ну и я здесь. Вот. Иван Сахидинович. Безумно сложный монолог был, очень такой длинный. И нужно было двигаться, прыгать, скакать и монолог. Чтобы довести персонажа до ручки, что он сдался, сел. Ну это нам. Не знаю, откуда это фотография. Ага, это вот дипломная работа наших молодых артистов, когда вот они закончили Санкт-Петербургскую академию. «Женитьба». Алиса Калмычева и я. В этой «Женитьбе» невесту играет моя жена. Но, правда, я там сбегаю. А вот как бы я потом с ней так разговариваю, говорит, а так представляешь, говорит, зритель-то не знает, что ты настоящая моя жена. Вот. А вот моя супруга. Вот так вот, наверное, мы с ней познакомились. Вот. Да. Первый раз вижу фотографии, честно говоря. Ничего не могу сказать. Спектакль очень популярный, принимается очень молодежь. Хорошо, очень так постоянно. Вы получали визы, ваш. Женитьба, да, по Гоголю. Это наша Ханума. То есть вот спектакль. Вот. Недавно я играю вот Коте Лаурсапыча, учителя, князя. Вот. Учителя танцев. Нынче буквально... Вы учителя танцев играли? Да, а вот недавно у нас, Мы же ходили. да, у Юбилей был. нас юбилей, 50-й спектакль. Вот. Ага. Значит, вы учитель танцев. Да, Все вспомнили. я вот племянника прихожусь. Вот, Да. живу. Так как раз это, конечно, Да. результат. Результат, конечно, 50. Да. Перед нами Юбилей нам нам мало столько лет, 50 лет. Ага, это мы ездили в Таштыбский район, ребята показывали «Женитьбу». Мгм. Это буквально вчера ездили в Коммунар, примадонны. Вот. Мгм. Приехали в Коммунар, и женщина, сотрудница как бы ДК, ведет, видимо, театральный кружок, говорит, я вот 27 лет работаю, говорит, первый раз приехал в театр до нас. Ну, безумно далеко, около 4,5 часов езды. В общем, да. Но ничего, народ собрался. Это тоже вы. Вот здесь вот есть такой анекдот, как бы театральный, он вот такой с черным юмором, что артист повесился, предсмертная записка, устал переодеваться. Но вот это про этот спектакль, потому что мы в этом спектакле очень много переодеваемся, безумно быстро. Пришлось научиться ходить на каблуках. Да. Наши вот работники, кто помогает гримироваться, говорят, как вы, говорит, профессионально красите губы. Да, потому что у нас за кулисами некоторые приходят посмотреть, как мы переодеваемся, потому что там другой спектакль, там мы очень быстро переодеваемся и очень забавно и смешно получается. Да, это... Как-то так. Ну, хорошенькая, да? Еще с короткими волосами. Закрыть свое переодевание за секунду. Да. За секунду, да. Буквально. Ага.
Иван Сергеевич. Как-то так. Мгм. Веселое такое, хорошее. Прошу помощи. Вот. Алиса Толмачева. Когда покупают новые колготки нам, ой, там больше женщин, кажется, радуемся. Ой, мы новые колготки купили. В сеточку, большую еще. Ну, как-то так. В чулочках прямо. Интересно, когда мужчина переодевается. А что, в интернет надо высыпать? Просмотр соберется. Так. Это вот Потапов, режиссер, поставил спектакль «Калека с острова Нишман». Играю врача. Вот это Карла Гоцци, принцесса Турандот. Играю Калафа. С Киевом очень интригом. Костюмы прям всегда красивые у вас. Костюм вообще отдельно. Шикарные Костюмирован. костюмы. Андрей Сачаков, режиссер. Ага, режиссер, да, Андрей Сачаков, режиссер. Это одно из переходных кругов. Светлана Николаевна Сергеевна. Сколько ролей отыграл? Что-то я не могу даже вспомнить. Ну, много. Не считал? Считал, да? Много. Почему так случилось? Потому что молодые артисты еще учились, и парней как таковых уже не осталось в театре. И вот все взвалили на меня, и на Алису Толмачеву. Потому что как мы единственные молодые были, поэтому играли все подряд. А есть любимая роль какая-то? Все любимые. Все. Все через сердце проходят. Да. Поэтому и на сцене видно вас как яркого такого и замечательного актера, потому что все играно от души. Спектакль, обрати внимание, Василий Васильевич, он нынче у нас будет в апреле, включается. Ага. Режиссер, обладатель золотой маски у нас, Да, забыл сказать, обладатель золотой маски, вот Потапов, Якут. с Якутии. Он поставил этот спектакль. Тоже съемки были очень короткие. Трагикомедия, кажется, да, нет? Комедия? А подскажите еще этот спектакль, где очень много переодеваний. Съемки были тоже ограниченные очень. Примадонны. Роли менялись, очень до последнего менялись актеры. Иногда даже случалось так, что мы играем в сказки и взрослые спектакли. И иногда бывает, что играешь одну сказку, а на следующий день другую. Иногда приходилось даже... Играл влюбленную в щенке собачку. На следующий день играем в капризной мышка Мими. Я там играю петуха. И вот там есть момент такой, где я кукарекаю. Я вместо того, чтобы кукарекать, стал гавкать. Вот так бывает. Да. Вот. Это Батыр Акалаев, постановка Батыра Акалаева. Александр Катажеков написал «Рожденный небом» про Катанова. Внутренний мир. Вот, як получается,
левая сторона с Анной Михайловной, как бы играем нечисть, а Иван Сахудинович играет правую сторону, как обычно бывает, на левой. Вот. И вот Иван Сахудинович. Играем Чельбигенов. Я играю Чельбигенов. Это музей под открытым небом Хуртуяхтас. 3 июля, если не ошибаюсь, фотографии, мы показывали обряд, это состой. Не люблю фотографироваться, приходится корчить. Да. Оставляет память, да, момент. Примадонну дали о себе знать. Да. Паспорт на коне, на коняшке. Владеете? Хорошо ездите на... Да, у нас родители держат лошадей. Это Каскар Чапликов, тоже выпускник Санкт-Петербургского Мой одноклассник университета. Сиратиха. Вместе с ним учились. Сергей Чебодаев, он тоже одновременно закончил вместе с ребятами в 2012 году, да? 2012. Еще вопросы есть какие-нибудь, Максим? Ну, давайте пока смотрим фотографии. Это вот у нас недавняя постановка «Я Маугли». Это Саша Сукало играет Багиру, я играю Акелу. Да, еще тоже Это сказка. Или Топоева сказка. Называется «Волшебный Чадхан». Самая первая роль. Да. Вот это есть Хайп Турис. Первая главная роль. Здесь Поехали мы с этой постановкой, не помню, когда, на Арт-Ордо в Бишкек. Вот. Саян Сапина получила за режиссуру. это твой первый приз, Да. И Надежда? мне так дали ему надежду. Вот. Это мы на буклет фотографировались. Вот это не даже. Вот так и оставим только просто туда. Ну, вопросы есть какие-нибудь еще? Если нет, тогда церемония вручения подарков. Максим, спасибо большое за прекрасный сегодня подаренный нам вечер. Театр Шекспира, Гоголя и Чехова, пожалуйста, смотрите. И вот такую большую книгу из Бахрушинского музея, камерный театр и его художники. Благодарю Я вас. думаю, что мы вам пригодится. Спасибо большое. С удовольствием пойдем в театр и будем смотреть на вас и улыбаться в вашей роли. Спасибо. Молодой, растущий.